Это не первая их встреча, предыдущие игры оставались за гостями. Сегодня ингушская команда планирует перехватить инициативу и показать, что тренировки прошли не зря. Старт дан, и с первых минут завязывается ожесточенная борьба. Защитники нашей команды сбивают с ног нападающего, который вышел на линию ворот. Счет 5-0 в пользу оппонента. Горцы не растерялись и быстро разыграли мяч. Пасами они устремились к воротам соперников. Счет 5-5. За горцами также возможность удара по воротам, которую они успешно реализовывают и получают еще 2 очка. Первый тайм для наших ребят окончился победой. Команда «Горец» яростно борется, несмотря на юный возраст и недостаток опыта по сравнению с соперниками. Этого оказалось достаточно для победы. Второй тайм окончился со счетом 12-5 в пользу горцев, а по итогу матча счет составил 27-24. Тренер сборной команды Карачаево-Черкесской республики отметил отличную технику наших ребят. Мы не ожидали, что Ингушетия будет так готова. В принципе, они набирают с годом в год. Каждую игру, каждый турнир мы видим, что прогресс есть. Отбор победителей в первенстве СКФО проходил по правилам регби-15. Число означает количество участников в команде. Также регби отличается от остальных дисциплин правилами и временем. Основное различие – в схватках участвуют не привычные 3 человека, а 8. Это первый такой для нас турнир, где уже игра идет в полную силу. Там и коридор, и схватки, все это проходит в полном давлении. 20 мая у нас здесь, на этом же стадионе Рашида Аушева, прошел Кубок Академии регби-юг до 14 лет. Это у нас 2010-2011 года, где наши мальчики заняли 2-е место. И с 25 по 28 мая мы ездили в город Зеленоград, это Подмосковье, участвовали в международном турнире под названием «Золотой овал». Это у нас до 13 лет, 2011 и 2012 года. Выступили очень достойно. В сентябре детская команда сборной Ингушетии планирует принять участие в Кубке Академии регби, который пройдет в Махачкале. Заняв там призовое место, они автоматически выйдут в финал Кубка Соколова в Сочи. Микаил Тангиев, Адам Гулоев, Абдулла Халухоев. Новости 24.